Инспектор ГИБДД рассказывает об аварии, случившейся в то утро. 3 ноября он одним из первых прибыл на помощь пострадавшим на трассе Грозный-Ведено. По его словам, самым частым нарушением правил дорожного движения в этой местности является несоблюдение скоростного режима. Именно это и стало причиной трагедии. 3 ноября 2015 года, примерно около 7 часов, ВАЗ-21-140 под управлением Салтыгова Дауда Адамовича двигался со стороны Кизиной-Ама в сторону населенного пункта Харачой на автодороге Грозный-Ведено, граница Дагестана. Не выполнил безопасную скорость движения транспортного средства. В связи с этим не справился с управлением и допустил съезд со склонной горы транспортного средства. По словам сотрудника ДПС, автомобиль сорвался в пропасть глубиной около 200 метров. В машине находилось 4 человека. 2 пассажиров выбросило во время падения. Благодаря этому они остались живы. Автомобиль, водитель которого не справился с управлением, сорвался именно с этого обрыва. Сейчас машину поднимают из пропасти. Как мы видим, от транспортного средства осталась лишь груда искореженного металла. Водитель автомобиля погиб на месте. Позже один из пассажиров скончался в больнице. Первая помощь пострадавшим была оказана в Веденской районной больнице. Сейчас 2 пациента проходят реабилитацию в Шалинской ЦРБ. Они поступили 3 числа в состоянии средней степени тягнущести с диагнозами закрытый черепно-мозговой травм, сотрясение головного мозга, множественные ссадины и ушибы туловища, конечностей, ушиб грудной клетки у обоих. Сейчас состояние с положительной динамикой, относительно удовлетворительное, оказывается помощь. Профилактика безопасности дорожного движения в республике проводится в усиленном режиме. Отмечают, что самым частым нарушением в Грозном является проезд на моргающий зеленый. В целом, обстановка на дорогах города имеет положительную динамику. Со дня создания оперативного штаба по профилактике дорожно-транспортного происшествия и по снижению аварийности с тяжкими последствиями в нашей республике намечается очень хорошая тенденция. Вот такого. То, что на сегодняшний день нам удалось снизить дорожно-транспортные происшествия, начиная с 10 августа по сегодняшний день, на 44,1% снизили дорожно-транспортные происшествия. Причины дорожно-транспортного происшествия в первую очередь это превышение скоростного режима, это выезд на встречную полосу, это невыполнение требований дорожных знаков. Вот основные 3 фактора, которые я вам сегодня могу назвать наиболее таких, имеющих тяжкие последствия. На совещании оперштаба ГИБДД были озвучены результаты работы с момента начала его деятельности. Задержано свыше 34 тысяч единиц транспорта. Общая сумма штрафов составляет почти 32 миллиона рублей. Ильяс Сакаев, Булат Баканаев, Магомед Мударов и Зелим Закаев. Новости.